Каждый уважающий себя школьник должен быть грамотным. Я сейчас говорю не про пунктуацию и орфографию, а про цифровой этикет. В нашей республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1 идет открытый урок «Облачные технологии в поисках снежного барса». На уроке школьники вместе со взрослыми, кстати, заметили? За парту сел даже наш директор, потому что реально интересно и полезно. Ученики познакомились с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Узнали, как работают алгоритмы компьютерного зрения. Урок построен на основе реального проекта Яндекс.Клауд для Сайлюгемского национального парка. Популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей. Чему ты научилась сегодня? На уроке мы научились тому, как нейросети распознают снежных барсов, тому, как эти данные обрабатываются и где они хранятся в больших дата-центрах. Как вам удалось найти барса? В первом задании мы сами просто искали его по фотографиям, а дальше мы составили для нейросети буквально код, как она должна его сама искать самостоятельно. Урок состоит из видео, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В начале урока участникам расскажут, что такое нейросети и компьютерное зрение, как большие данные обрабатываются при помощи облачных сервисов и где эти данные хранятся. Давай расскажем нашим зрителям, для чего нужен урок цифры. Урок цифры имеет важное значение, я думаю, для каждого ученика, так как математические и информационные науки на данный момент очень важны. В первую очередь математика, я думаю, важна каждый день, так как просто посчитать деньги в магазине – это уже не актуально, но тем не менее существует такое понятие, как нейросеть, что касается информатики, которая генерирует не только красивое изображение, но также помогает в повседневной жизни, помогает решать сложные задачи, которые не может решить иногда даже опытный специалист. Материалы урока цифры адаптированы для учеников от 1 до 11 классов. Задания отличаются по объему и уровню сложности. Они уже доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в любое время – в школе с учителем или дома, самостоятельно или с родителями. Будущее наступает стремительно, и чтобы оставаться с ним на одной волне, такие уроки нужно проводить, их нужно посещать. Анна Асадова, Вахид Халилов, специально для Горы новостей.